Митинг-концерт «Мы Россия, мы вместе» в поддержку бойцов, которые сейчас отстаивают интересы нашей страны на передовой, прошел сегодня в столице Коми. Несмотря на будний день, выразить свое неравнодушие и солидарность с защитниками пришло немало людей. Ксения Лосева продолжит. Офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу. Пока призванные по частичной мобилизации добровольцы из Коми проходят боевое слаживание, прежде чем отправиться к местам несения службы, в тылу дома их поддерживают тысячи неравнодушных. Мамы, бабушки, жены, дети, друзья и просто незнакомые люди. Сегодня на Театральную площадь многие из них пришли, несмотря на суровую погоду и рабочий день. Согревали чай и выпечка. Их всем пришедшим раздавали патриотично настроенные представители бизнеса. Мы всецело на стороне наших ребят, и чтобы они побеждали и были профессионалами. С ними провели хорошую учебу, занятия, хороший, чтобы опыт был. Ну и очень за всех наших ребят переживаю. Происходящее без преувеличения объединило всю республику. Сегодня в каждом муниципалитете работают пункты сбора. Люди несут предметы первой необходимости и лекарства, перечисляют средства на специальные счета, шьют теплую одежду, пишут письма со словами поддержки. Такую мощнейшую поддержку на передовой наши бойцы уже чувствуют и шлют приветы домой. Мы всеми ими гордимся. Я провожал всех ребят, все команды, которые уходили, и в разговоре с ними они все были едины в одном, что мы идем воевать за свою родину, за свой народ, за своих детей. И они четко понимали и говорили, что действительно мы нужны, потому что ребята, которые встали на защиту сначала СВО, конечно, уже измотаны, конечно, устали. Им нужна подмена, им нужна помощь и наша с вами поддержка. Помощь не только словом, но и делом. На сегодня в Коми действуют сразу несколько мер поддержки. Единовременная выплата, экипировка, всем необходимым. В скором времени призванных по частичной мобилизации добровольцев из Сыктывкара освободят и от уплаты налога на имущество. Практику рекомендовано распространить и в других муниципалитетах региона. Сейчас нашим ребятам самое главное – это знать, что их тыл прикрыт, что они выполняют свой воинский долг, а их родные, их дети находятся под нашей заботой. Мы обязательно поддержим инициативу экономическую по налоговой льготе за жилье. Я думаю, это будет довольно-таки большим вкладом, большой поддержкой как семьям, так и нашим землякам-ветеранам. Во все времена, в период испытаний, народ России становился плечом к плечу, в единый строй в борьбе с врагом-захватчиком. И не было ни одной силы, которая могла бы победить этот народ. Поддерживают сегодня и тех, кто остался в тылу. В регионе работает горячая линия, на которой принимают заявки от семей, чьи защитники сейчас на передовой. Сегодня как никогда важно быть внимательными не только к своим родным, но и тем, кто живет по соседству. Ксения Лосева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар. А вот как поддерживают наших бойцов жители республики. Сегодня я здесь, потому что завтра я хочу жить в единой, независимой стране. Я получаю образование в сфере политики. И я вижу, как на данный момент враждебная риторика Запада направлена на то, чтобы нас разобщить, разделить, выкачать из нас ресурсы, кадры, деньги. Я молодой. Я хочу работать на благо своего региона и своей страны. Я хочу сказать каждому мобилизованному, каждому русскому солдату: держитесь, парни! Все добровольцы и военнослужащие совершают большие подвиги, но на самом деле это же простые жители. То есть они любят свою родину, гордятся своей страной. Нашей группой, так как я студент Сыктывкарского государственного университета, нашей группой мы собрали посылку для мобилизованных, куда сложили товары первой необходимости, собрали, чтобы поддержать их. Ребята, я, конечно, вами горжусь. Желаю вам, самое главное, остаться
живыми, здоровыми. Жалко, что я не могу быть вместе с вами по возрасту, по состоянию здоровья. Душой я с вами. Конечно, как не поддерживать. Те, кто пошли мобилизованные или добровольцами, вы уже герои. Мы вас любим. Конечно, мы душой с нашими мобилизованными ребятами и стараемся их поддержать, как это возможно, в том числе и гуманитарная помощь, в том числе и перечисление финансовой поддержки, для того, чтобы они понимали, что мы о них думаем, мы о них заботимся, мы хотим, чтобы они выстояли. Я хочу, чтобы все вернулись, ребята, живыми, чтобы достойно выстояли вот это вот то, что выпало на их участь. А мы поддержим из тыла, как можем. Мы поддерживаем наших солдат, мы сердцем, душой и буквально, наверное, телом всегда с ними, потому что Россия, Родина, должна жить в мире, и только благодаря нашим ребятам, которые находятся на первой линии фронта, отдают свое здоровье, иногда, к сожалению, жизни, мы должны их поддержать сегодня тут. Сытые и модные вити. Вам плевать сегодня на страну. Разве можно не любить Россию, если враг ей объявил войну? Что же вы стреляете во спину? Где же ваша совесть, господа? С вашей поддержкой не покину этот мир нацисты никогда.